На База ТВ время новостей. Здравствуйте. Накануне в Кремле избранный президент Абхазии Бадра Гунба на встрече с президентом России Владимиром Путиным отметил, что Россия всегда была последовательна в своей поддержке, и народ Абхазии, безусловно, ощущает эту поддержку. Он поблагодарил российского лидера за помощь в реконструкции мемориальных комплексов Великой Отечественной войны, проведение масштабной диспансеризации школьников и поддержку энергосистемы республики. Кроме того, Бадра Гунба обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока электроэнергии, а Владимир Путин заявил, что даст указание доработать вопросы по двойному российско-абхазскому гражданству. Владимир Здорович, рад вас видеть и хочу поздравить, конечно, с победой на выборах. 54 с лишним, 54,7% вы набрали, при явке 70%. Хороший результат, я вас поздравляю. Да, собственно говоря, большой новизны для вас нет, вы уже давно работаете и были вице-президентом, да, это знаю, что избирательная кампания шла так достаточно бурно, с эмоциями. Ну, главное, что народ пришел, люди высказали свои пожелания, предпочтения. Вы знаете, безусловно, и о особом характере отношений между Россией и Абхазией. Знаете о проблемах, которые стоят и которые нужно решать, и решения которых люди ждут. Будем работать. Я вас еще раз поздравляю. Желаю всего самого доброго. Спасибо большое. Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое за сегодняшнюю встречу. Безусловно, в первую очередь хотел бы отметить, что именно благодаря вашей поддержке народа Абхазии и республики в целом сегодня Абхазия имеет возможность развиваться, выстраивать свои экономические отношения главным образом с Российской Федерацией. Народ Абхазии помнит то историческое решение, которое принималось о признании абхазской государственности. И позвольте от народа Абхазии поблагодарить вас за такое решение. Российская Федерация всегда была последовательна в своей поддержке. Это касается и военно-политической поддержки, и социальной, экономической поддержки. И народ Абхазии, безусловно, ощущает всю эту поддержку. Со своей стороны, конечно же, понимаю всю ответственность, возложенную на меня народом Абхазии, и в рамках своей предвыборной кампании, в рамках своей деятельности государственной я всегда обращал приоритеты, конечно, безусловно, это сотрудничество с главным нашим стратегическим союзником. У нас исторические, братские, экономические узы, которые мы намерены и дальше развивать. У нас общая история, и мы в этом году вместе отмечаем нашу общую победу в Великой Отечественной войне. Более 17 тысяч граждан нашей страны сложило свои головы на фронтах Великой Отечественной войны. 22 героя Абхазии, Советского Союза, которые выходцы из Абхазии. И мы чтим память тех людей, которые отстояли право развиваться народом Советского Союза. Я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас лично. Я обращался к вам о поддержке и реконструкции мемориальных комплексов Великой Отечественной войны. Из президентского фонда вы поддержали эту программу, и каждая школа, каждое село Абхазии получило грант на восстановление объектов, которые напоминают о нашей великой победе. Также, пользуясь случаем, хотел бы сказать о том, что наши ребята и сегодня продолжают совместно бороться за нашу правду на полях специальной военной операции. У нас десятки ребят, которые сложили свои головы. Мы оказываем поддержку семьям погибших. Для нас это очень важно, хранить память этих людей. И республика в целом за эти годы направила сотни тонн гуманитарного груза бойцам, которые сегодня выполняют особые задачи. В этом смысле для нас общая победа и общее будущее. Хотел бы отметить, что
Благодаря вашей личной поддержке сегодня в Абхазии проходит масштабная диспансеризация школьников. Это очень важное направление, это поддержка здоровья граждан нашей страны, это будущее нашей страны. Также оказывается поддержка в рамках энергосистемы Абхазии. Благодаря вашей личной поддержке я бы хотел просто напомнить о том, что буквально в конце предыдущего года Абхазия из-за дефицита электроэнергии была вынуждена ввести верные ограничения до 11 часов в сутки. Именно благодаря тому, что вы оказали поддержку, нам удалось решить проблему энергодефицита, но, к сожалению, мы подошли сейчас к тому, что тот объем гуманитарного перетока электроэнергии, который поступил в республику, к сожалению, практически исчерпан. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к вам за поддержкой до окончания энергодефицита, это ориентировочно до середины апреля, поддержать Абхазию дополнительным объемом гуманитарного перетока для решения тяжелых, острых проблем для нашей страны. Хорошо, это сделаем. Спасибо большое. Владимир Ильич, пользуясь случаем, я, с вашего позволения, акцентировал бы свое внимание еще на двух темах, которые очень существенны для нас. Это в первую очередь, конечно же, вопросы двойного гражданства. Основные процедуры соглашения пройдены и ратифицированы парламентами наших стран. Остается определить механизм, который позволит фактически начать предоставление двойного гражданства, российского гражданства гражданам Республики Абхазия. Вы знаете, что благодаря вашей поддержке такого рода решение было принято, и более 70% граждан нашей страны являются гражданами Российской Федерации. Есть люди, которые не успели воспользоваться такого рода возможностями. Если такая возможность есть, мы бы хотели бы, чтобы такая программа была реализована. Да, мы продолжим. Она, в принципе, подготовлена, мы продолжим ее реализацию. Спасибо большое. И соответствующие просто я там указания с коллегами направлю, и они вместе с вами доработают вопросы, которые, может быть, еще требуют внимательного к ним отношения, но мы продолжим эту работу. Спасибо, благодарю. И еще один вопрос, который буквально тревожит граждан нашей страны. С 1 апреля вступает в силу новое законодательство, в соответствии с которым наши граждане, пересекающие границу автотранспортным средством, к сожалению, они не смогут попадать на территорию Республики Абхазия. Если есть такая возможность в отношении Абхазии продлить сроки вступления данного законодательства на 2 года, мы бы довели до граждан нашей страны необходимость получения российского удостоверения на пользование автотранспортным средством и решили бы проблему, связанную с которой столкнулись наши граждане. Может, побыстрее можно будет сделать. Я понимаю, что там может быть ограничена так называемая пропускная способность для желающих получить эти документы. Но я попрошу Министерство внутренних дел, они проработают вместе с вами и просто увеличат количество таких вот пунктов и количество личного состава, сотрудников, которые помогли бы вам это оформить, не растягивая на годы вперед, а в более короткие сроки. Но мы это сделаем. Спасибо большое. Благодарю вас. Договорились. Поздравляю вас еще. Спасибо большое. Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба провел совещание с участием его министра здравоохранения Эдуарда Бутба и исполняющего обязанности начальника управления капитального строительства Тимура Агарба. Обсуждались вопросы, связанные со строительством республиканской детской больницы, а также строительство помещения под ангиограф, который будет приобретен за счет средств российской финансовой помощи. Договоренность об этом была достигнута в начале февраля на встрече исполняющего обязанности президента Бадры Гунба и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Владимир Делба отметил необходимость завершения строительных работ в срок. Республиканская детская больница должна быть сдана в эксплуатацию в 2026 году, а помещение для ангиографа должно быть готово уже к 1 июля.
Исполняющий обязанности министра здравоохранения доложил ДЛБ о масштабной диспансеризации детского населения, проводимой российскими врачами. Она проходит с 12 февраля текущего года. 4 медицинские бригады работают в Сухуми, Гудауте, Сухумском и Ачимчирском районах. На сегодняшний день уже осмотрено 4163 ребенка. С января 2025 года Республиканская детская больница перестала принимать амбулаторных пациентов. Теперь маршрутизация для маленьких пациентов отличается от привычной родителям. В первую очередь все пациенты должны обращаться в поликлинику к участковому врачу, и только тот при необходимости госпитализации направит ребенка в больницу или детскую, или инфекционную. Подробности в репортаже Элеоноры Гилаян. Уже 2 месяца на входе в Республиканскую детскую больницу висит объявление о карантине и просьба обращаться в поликлинику при симптомах вирусных сезонных заболеваний. Как говорят в Минздраве, ничего нового в этой маршрутизации нет. Наоборот, ровно так всегда и должна была работать система. Однако за годы практики родители привыкли, что в любое время можно получить амбулаторную консультацию в приемном отделении детской больницы, рассказывает главврач Инесса Камлия. Но вот с начала года мы начали организовывать структуру стационара. Амбулаторные больные, они должны обращаться по месту жительства к участковым своим врачам. Это касается то, что города. И районные, у них там тоже есть районные ЦРБ, поликлиники, где они стоят на учете, они должны обращаться там. Если нету экстренной, срочной какой-то ситуации, это, допустим, там судороги, когда привозят нам скорая и срочно нужно помощь оказать. В этом случае, естественно, не обсуждается. Или ночное вечернее время, когда вот нужно ребенку тоже скоропомощную помощь оказать, а участкового уже нету. Тогда, естественно, скорая тоже может привести к нам. А к нам в стационар они вообще должны попадать плановые, да, допустим, такие относительно больные на обследование и лечение по направлению уже от участкового врача. Нагрузка на детскую поликлинику в связи с приведением маршрутизации в норму увеличилась, однако там справлялись с наплывом пациентов даже в самые пиковые дни эпидемиологической обстановки. Все больные дети, особенно городские, потому что, как известно, мы городская структура, хотя мы не отказываем и районным детям, которые приходят к нам. Больные дети заходят в больницу заходят в нашу поликлинику через вход для больного ребенка. И тут же попадают в 15-й кабинет. 15-й кабинет – это кабинет больного ребенка. Там сейчас мною постоянно назначен педиатр, опытный педиатр из России. Она с 9 утра до 4 вечера принимает больных детей. Всех, кто туда обращается. В рамках, значит, этого кабинета проводится по решению доктора обследование. Это тесты. Как известно, сейчас некоторый подъем острых респираторных заболеваний, поэтому проводят обследование на грипп, на другие вирусы, на коклюш, если это необходимо, на ковид. Тоже есть экспресс-тесты. Кроме того, мы можем взять мазки из носоглотки и отправить их в республиканскую СЭС, где в течение дня, суток мы получим результаты этих обследований. И даже когда решение о госпитализации уже принято, то со всеми вирусными и инфекционными заболеваниями дети направляются в инфекционную больницу. Детская больница принимает пациентов с соматическими заболеваниями или необходимостью хирургических вмешательств. ОРВ, ОРЗ, грипп, лихорадки неясного генеза, энтеровирусные инфекции, любые вирусные инфекции, кишечные инфекции, они должны консультированы быть инфекционистом. Если к вопросу, какие наши больные, тоже озвучивала неоднократно. Это инфекции мочевых путей, гастроэнтерологические проблемы, невирусные пневмонии, бронхиты, ларингиты, они тоже это то, что касается педиатрического отделения. Хирургическое отделение, учитывая, что по стране детских хирургов тоже не так много, педиатров тоже немного, но детских хирургов еще меньше, то амбулаторно в поликлиниках нет детских хирургов, они тоже
амбулаторно должны обращаться туда, но ввиду отсутствия специалиста, это, допустим, ПХО любое, там, да, укушенные раны и переломы амбулаторные, они обращаются, естественно, к нам. Их мы ведем. Многих родителей волнует вопрос, куда обращаться после 17 часов дня, когда поликлиника уже не работает. Тут ответ простой. Или вызывать скорую помощь, обычную, взрослую, и фельдшер уже определит, куда везти ребенка. Или самостоятельно ехать в инфекционную больницу, если речь идет о лихорадке и симптомах ОРВИ. Если вдруг ребенок находится дома, у него поднимается очень высокая температура, появляются жизнеугрожающие ситуации, какие могут быть. Родитель должен знать, кстати, об этих красных флагах, так называемых, то он, как утверждено порядком оказания помощи, он должен звонить в скорую помощь, и бригада должна выехать на дом. И там уже эта бригада определит. После соответствующих мероприятий она оставляет ребенка дома, либо она же, бригада на машине скорой помощи отводит этого ребенка в стационар. Также есть возможность вызвать врача из детской поликлиники на дом. Для этого можно позвонить в регистратуру по номеру 226 42 15. Элеонора Гилаян, Сасрыкуа Гуха, Абаза ТВ. Укрепление сотрудничества в области судебной экспертизы, а также практическая реализация программы сотрудничества на 2024-2025 годы обсудили 5 марта в Москве замминистра юстиции Абхазии Руслан Лаквилава с первым замминистра юстиции России Евгением Заборчуком. Как сообщили Апснепресс в Минюсте, стороны договорились о выполнении одного из ключевых пунктов программы о передаче Республиканскому научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Минюста Абхазии 23 единиц криминалистического экспертного оборудования. Общая стоимость передаваемой техники составляет более 22 миллионов рублей. Это оборудование позволит повысить качество судебно-экспертной деятельности в Абхазии и укрепит техническую базу института. Информация правоохранителей. 7 участников нападения на избирательный участок в Цандрыпше задержали в ночь с 5 на 6 марта. Это Адамур Пачалия, Батал Пачалия, Тимур Пачулия, Алхас Миканба, Анри Хакба, Ахра Пачалия, Саид Ардзенба. У них изъяли большое количество оружия, автоматы, пистолеты и гранаты, сообщает МВД. Ранее по факту нападения правоохранители задержали еще 3 человек: Рафаэля Гуаза, Игоря Орчукба и Нурика Смыр. Нападение на избирательный участок в поселке Цандрыпш произошло во время 2-го тура президентских выборов. Преступники открыли стрельбу, перевернули урну с бюллетенями. Пытаясь скрыться, они не реагировали на требования ДПС остановиться и совершили противоправные действия, направленные на угрозу жизни и здоровью сотрудников поста Мюссера. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОВД по Ачимчирскому району совместно с уголовным розыском Гулрыбского района РОВД 4 марта 2025 года по подозрению в убийстве гражданки Гурцкая задержан Чачуа Беглар Бадриевич, житель села Вакум Тпарчалского района. Ранее, 2 марта, в ОВД по Гулрыбскому району поступило заявление о пропаже жительницы села Варча Гурцкая Лии Владимировны. В ходе разыскных мероприятий женщина была обнаружена в лесном массиве в 50 метрах от трассы в направлении города Ачимчира с признаками насильственной смерти. Расследование проводит прокуратура Ачимчирского района. 5 марта по всей республике проходили рейдовые мероприятия под личным руководством исполняющего обязанности замминистра внутренних дел Беслана Чкадуа. Для усиления работы сотрудников руководство МВД применило практику ротации кадрового состава из районов и городов. Смотрите материал пресс-службы ведомства. 5 марта по всей республике проходили рейдовые мероприятия под личным руководством исполняющего обязанности заместителя министра внутренних дел Беслана Чкадуа. В ходе построения личному составу были поставлены основные задачи. Для усиления работы сотрудников руководства МВД применила практику ротации кадрового состава из районов и городов. 5 марта 2025 года на всей территории Республики Абхазия проводились рейдовые профилактические мероприятия с применением ротации. Были задействованы оперативные подразделения Центрального аппарата Министерства внутренних дел, а также районных территориальных подразделений, силы спецподразделений Министерства внутренних дел, а также Центра специальных назначений. Данные мероприятия были направлены на выявление водителей
управляющих автотранспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также лиц, незаконно хранящих при себе огнестрельное оружие, наркотические средства или другие запрещенные препараты. В ходе проведения рейдовых специальных профилактических мероприятий на всей территории страны было выявлено 307 административных правонарушений. 10 водителей управляли автотранспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения. Все машины поставлены на штрафстоянку. Водители подвергнуты административному штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишены права управления транспортным средством сроком на полгода. Также было изъято 6 автотранспортных средств у водителей, которые управляли транспортными средствами без соответствующих документов. Все автомашины поставлены на штрафстоянку. В ходе проведения рейдовых профилактических мероприятий было растонировано на месте более 200 единиц транспортных средств. Оперативными сотрудниками выявлен гражданин, который при себе незаконно хранил огнестрельное оружие. Собран соответствующий материал по данному факту и проводится процессуальная проверка. Существенную помощь сотрудникам ГАИ в части выявления административных правонарушений на дорогах оказывают приборы фото- и видеофиксации. Система автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД часто подвергается критике у водителей из-за того, что ее изначальная цель – обеспечение безопасного дорожного движения для многих не так очевидна, как очевидна финансовая составляющая в виде штрафов. Однако многолетняя практика показывает, что именно на тех участках, где установлены камеры, число аварийных ситуаций снижается в разы. Как следствие, больше спасенных жизней и снижение травматизма. Именно поэтому в данном направлении руководство МВД существенно усиливает свою работу. Установлены 18 новых аппаратно-программных комплексов, которые будут видеть такие виды нарушения, как превышение скоростного режима, пересечение сплошной линии, выезд на встречную полосу, отсутствие ремня безопасности, а также разговор по телефону во время движения. Всего в рамках реализации среднесрочной целевой программы 2023-2025 годов на территории Республики Абхазия будет установлено 50 камер, которые будут видеть данные нарушения. Считаем, что установка данных камер и ввод в эксплуатацию данных аппаратно-программных комплексов будет способствовать улучшению дорожной ситуации, снижению аварийности на наших дорогах, а также снижению дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом. Водителям напоминают о важности использования ремней безопасности, особенно в случае отправления на дальние расстояния. Строго запрещается сажать детей на переднее сиденье автомобиля. Каждое нарушение может оказаться фатальным, напоминают милиционеры. Данные мероприятия будут продолжаться до полной минимизации аварийной обстановки на дорогах нашей страны и будут проходить в ежедневном режиме во всех городах и районах. День Фазиля Искандера на Абаза ТВ. 6 марта исполнилось 96 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера, прозаика, журналиста, поэта, философа, сценариста и общественного деятеля, почетного члена Российской академии художеств, обладателя Государственной премии СССР за роман «Сандро из Чегема». Сегодня вся эфирная сетка нашего канала посвящена творчеству Искандера. В программе вещания стихи и рассказы писателя в авторском и актерском исполнении, документальные фильмы о творчестве писателя, художественные картины по произведениям Фазиля Искандера, интервью, воспоминания коллег о его жизни и творчестве, видеоролики с цитатами поэта.
6 марта – это особая дата для Абхазского государственного университета. Ежегодно ко дню рождения почетного профессора АГУ Фазиля Искандера кафедра русской и зарубежной литературы проводит различные мероприятия с участием студентов и преподавателей. Круглые столы, конкурсы, конференции, в том числе искандеровские чтения. С 2019-го в АГУ открыта аудитория, которая носит имя писателя. В университете завершен творческий конкурс «Проба пера», посвященный Фазилю Искандеру, который был объявлен в годы его 95-летия. На днях будут подведены итоги и названы имена победителей, сообщает отдел информации и медиакоммуникаций АГУ. 7 марта в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках международной акции «Сад памяти» одновременно в 3 городах республики будут высажены памятные деревья в честь защитников Отечества. В Гале на территории Центрального парка заложат аллею в честь 80-летия Победы, а в Тупарчале на аллее героев в честь абхазов-участников Отечественной войны народа Абхазии. В Сухуми также почтят память погибших в годы Великой Отечественной, а также вспомнят имена современных героев. Высадка живых памятников посвящается погибшим фронтовикам Великой Отечественной войны. На минувшей неделе участники Крымской весны из Абхазии посетили Республику Крым, где в торжественной обстановке гражданам нашей республики были вручены медали за участие в операции по присоединению Крыма к России. Участник крымских событий Вадим Мироненко отмечает: дружба между нашими республиками продолжается. Если бы сейчас нужно было еще раз помочь крымчанам, мы бы вновь, не задумываясь, выехали на помощь. К Международному женскому дню в Сухуми прошло праздничное мероприятие, организованное Союзом женщин Абхазии при поддержке Министерства просвещения. Вечер собрал представителей госучреждений, педагогического сообщества и общественности. О том, как прошел праздник весны, рассказывает Заур Кварчи. Теплая атмосфера, поздравления и слова поддержки. Союз женщин Абхазии провел первую масштабную встречу после своего создания. Мероприятие собрало гостей из разных сфер, чтобы подчеркнуть единство и значимость женского сообщества в республике. Всем известно, что весна это всегда ассоциируется с женщинами, поэтому целью нашего мероприятия было создать благоприятную атмосферу в преддверии этого женского дня, показать общественности, что есть взаимодействие общественными лицами с государственным сектором. Инициативу Союза женщин Абхазии поддержали представители госструктуры и общественных организаций. Со словами поздравлений к гостям обратились руководители министерств, ведомств и приглашенные участники. Это международный праздник, который отмечается во всем мире, и мы, конечно же, не могли обойти его стороной. В этом году вот совместно с вновь созданной организацией Союзом женщин Абхазии, чем я их поздравляю и вас поздравляю с созданием такой организации, мы празднуем этот день. В преддверии 8 марта желаю вам здоровья, терпения, семейного благополучия и успехов во всех ваших начинаниях. Ялскар стахоп избанок зарубрияхара джабахара бахетаха абри абхус илмо аюнсхат илпшзара адбехете абшзара уяхан япсо физикалижзум абри зхан харги يزيج حبويس حنا أباس غاز بهرلا حرخاتشا أبزير كورجا أشجر كورجا اسم شهر تقولون شان بزالش نياد يشوى تقو بزيرة يشوى تقو يسحرة يشوى عايز حزخرة خوش كورلا شموت شرلا اسم شا أقولغرة أنهرة شوى. Среди гостей мероприятия была председатель Государственного комитета по статистике Кама Гогия. Она отметила важную роль женщин в жизни республики и подчеркнула, что согласно статистике в Абхазии женщин больше, чем мужчин. 53%, ну как-то вот этот паритет, 53% после переписи он держится. То есть женщин больше, чем мужчин. И
жизнь в Абхазии в основном и в бизнесе, и в органах власти работает больше половины женщин. Вот мы сейчас проводим обследование по данным госслужащие, и в процентном соотношении более 70% госслужащих – это женщины. И можно сделать выводы: Абхазия держится на женщинах. Да. И герои наши абхазские, ребята, мужчины – это плод наших героических женщин. Если бы не было абхазской женщины, крепкой, сильной, героической, у нас не было бы таких мужей, братьев, сестер, детей и отцов. Благодарю за внимание, еще раз всех поздравляю. Одним из ключевых моментов вечера стало вручение удостоверений членам Союза женщин Абхазии. Организация открыта для всех. В нее могут вступить представительницы разных профессий и социального статуса. Позже к мероприятию присоединились гости из России. Председатель Союза женщин города Сочи Татьяна Ромашкина подчеркнула важность сотрудничества и рассказала о предстоящих совместных инициативах. Вместе мы сможем многое, и хочу вам открыть такую небольшую тайну. Мы подали фонд президентских грантов и будем создавать школу социального предпринимательства в Абхазии. В завершении вечера гостей ждал праздничный концерт со звездами абхазской эстрады. Заур Кварджа, Торник Амичба, Абазатовы. Изучение закономерностей произрастания мухообразных в Абхазии помогает бороться с глобальными изменениями климата. Об этом наш корреспондент Алиса Адлиба узнала в ходе работы над циклом о молодых аспирантах республики. Сегодня наш герой Рашид Цвижба, младший научный сотрудник отдела флоры и растительности Ботанического института Академии наук, который хочет внести свой вклад в написание Красной книги Абхазии. Рашид Цвижба попал в науку случайно, однако вот уже более 7 лет занимается изучением произрастания мохообразных в Абхазии. Изначально молодой специалист не хотел углубляться в научную работу и после окончания вуза начал преподавать в сухумских школах. Однако со временем Рашид Цвижба пришел к тому, чтобы из наработанного материала необходимо сделать диссертацию, которая затем может помочь в написании Красной книги Абхазии. С 2017 года я занимаюсь мхами Абхазии. Соответственно, в период бакалавриата и магистратуры я занимался мхами Абхазии. И по сегодняшний день есть определенный наработанный материал. И просто так оставить его не хочется. И когда я пришел трудоустраиваться в Ботанический институт, директор мне предложил не только место работы, а также пойти в аспирантуру. И всячески меня поддержал. И так я оказался в аспирантуре Академии наук Абхазии. Эта диссертация важна для понимания изменений мхов на территории страны, ведь со времен начала Отечественной войны народа Абхазии на подобную тему не было ни одного исследования. Как оказалось, мох влияет на изменение климата в разных странах и даже может прогнозировать глобальные вспышки различных катастроф. Мхи Абхазии не изучены, да, есть какие-то исследования, но это исследования российских ученых, также исследования ученых из Грузии и так далее. А что касаемо именно исследований на территории Абхазии, дальнейших публикаций за довоенный и послевоенный период не было. И я посчитал для себя важным, как я и сказал выше, то есть для ботанической науки это открытие. Берутся пробные площади, на которых мы затем производим сборы. Далее мы эти сборы, то есть мхи, помещаем в бумажные пакеты или просто раскладываем на солнце, высушиваем, а дальше уже в кабинете, в лабораторных условиях с помощью техники, это электронного микроскопа, соответственно, бинокуляра мы производим исследования уже на клеточном уровне, так как именно исследование на клеточном уровне, благодаря нему мы можем определить в некоторых случаях видовой состав. Для своей диссертации Рашид рассматривал около 389 разновидностей мхов. Изымаются образцы, которые потом изучают в лаборатории. Некоторые виды можно определить даже визуально, а для других необходимо тщательное изучение. Соответственно, существуют определенные бриобоксы, в которых, соответственно, мы помещаем нужные и в основном
более чувствительны к изменениям экологических условий мхов. И далее в дальнейшем, через год-два, мы будем смотреть, как они себя ведут. Добавлю, что некоторые виды мхов они могут накапливать тяжелые металлы, и, соответственно, опять-таки это является таким жизненно важным компонентом для определения состояния экологии в городе. Ученые Абхазии уже успели открыть 7 новых видов мхов, которые до этого не были описаны. Также среди произрастающих в нашей республике 28 редких видов. Очень важно определить, входит ли новое открытие в Красную книгу близлежащих регионов. Я занимаюсь, соответственно, исследованием, а именно анализом литературы для того, чтобы понять, можно ли уже в готовящуюся Красную книгу внести какие-либо виды мхов. Рашид также показал нам один из видов мхов, который растет на территории ботанического сада, и рассказал о его важности. Вот перед вами мох, в данном случае это Plagiaumnium undulatum, который также находится в нашем гербарии. Для данного вида характерна следующая видоспецифичность, а именно он обитает только во влажных, в некоторых случаях переувлажненных субстратах. Да, в результате наших исследований мы находили также их на других субстратах, а именно на поваленных деревьях, но опять-таки данные явления нужно дообследовать, проанализировать. Еще раз повторюсь, в основном Plagiaumnium undulatum находится только в влажных и переувлажненных тенистых местообитаниях. Нужно отметить, что подобные научные открытия важны для анализа экосистемы в стране. Ведь в городе, где большое количество выхлопных газов, именно мхи становятся индикаторами окружающих загрязнений. Алиса Адлиба, Сандро Облоти, Абазат ТВ. В субботу 8 марта в нашем эфире выпускница Абхазского государственного университета Лана Гамге, которая по окончанию факультета медицинской биохимии решила продолжить обучение в аспирантуре и параллельно совмещать учебу с работой в научно-исследовательском институте. Сейчас о погоде. В пятницу 7 марта в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода, без осадков, атмосферное давление высокое, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до 5, днем от 9 до 14 градусов. Температура морской воды 9 градусов, волнение морской воды слабое и умеренное, относительная влажность воздуха от 50 до 80%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч на Абазат ТВ.